Друзья, ассаламу алейкум. Я сейчас чуть дальше поставлю. Ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Друзья, только что приехали со свадьбы, очень уставшие. С завтрашнего дня начнут выходить ролики с этой свадьбы. И завтра же едем сразу на другую свадьбу. Что я хотела сказать. Свадьба была в домашних условиях. То есть на дому, да, все красиво, двор, это все именно во дворе красиво, везде чисто, все. Мне все очень понравилось, сама атмосфера. Но жара невозможная, все вот так вот, официанты сюда, дети сюда. Нет, я несколько раз меняла мнение, вроде бы да, вроде бы нет. Ну, я все думаю про себя, когда сын будет жениться, да, чтобы это. Но все ж таки, что я хотела сказать, нет, нет, мой ответ ресторан. Нет, это очень сложно. Во-первых, везде в доме бардак. Вот когда мы приехали только в начале свадьбы, везде все идеально, все. А под конец, не то что сказать грязно, да, девочки работали, все было отлично. Но все равно, когда скопление народа, все равно вымазываются, все равно там наставлено, там обувь, там это все очень сложно. Я говорю, я ехала на свадьбу сегодня такая свежая, я приехала, даже он загар взяла, я приехала никакая, потому что жара, София вся мокрая, устала, там кричат, несите сюда, тут сюда, там это, в общем, все с ног сбивают друг друга, нет, ну, здесь у каждого свой взгляд на это, своя возможность, да, свои какие-то моменты. Но нет, иншаллах, когда будет жениться мой сын, однозначно ресторан, то ты заплатил, ты все, ты не переживаешь, нужно побежать, смотреть, что там повара, хватает ли чего, нет, все. Да, на той свадьбе в ресторане тоже нужно, но там ты не переживаешь, все, ты меню заплатил, ты за все заплатил, ты сидишь спокойно, встречаешь гостей, общаешься с гостями, да, это все намного проще. Но все хорошо, да, у борца был, одну свадьбу отбыли, да, там еще невесту должны были сейчас часов, сейчас у нас 5 часов, но чуть позже даже невесту везти за водой, ну, в домашних условиях это как-то лучше смотрится, все, но я уже очень устала, мне уже это просто не то, что я устала, это одно, София очень нудила, жарко, она вся мокрая, еще с девчатами набегалась, нет, в общем, я уже решила, что нужно домой. С нами же свекровь была, Анжела. Мы четвером на такси поехали. Супруга дома нет сегодня. Вот, да, у борца был еще раз Хаздер. Там были новые повара. Очень вкусная была еда. Мне понравилось. Все было вкусно очень. Вот. Что еще хотела сказать? Ну и сегодня у сыночка моего день рождения. Висхану сегодня исполнился 21 год. К сожалению, мы не смогли сегодня туда поехать. Почему? Потому что супруга нет. Но мы там были вчера. Там, значит, мы купили ему подарок, форму. Он хотел новую форму обновить. Ну вот, когда они пошли служить, им выдали форму, все это. Но она уже у него как-то износилась, все такое. Мы, значит, ему подарили эту форму. И самое главное, еле нашли вот эту вот спецназовская форма. Где мы только не искали. Мы и в Хасавюрте смотрели, мы и в Грозном смотрели. Где мы вот в Гудермесе смотрели, ну где нам, по всем военторгам мы вчера просто с ног сбились, искали, и потом мы уже с Анжелой пошли по Беркуту, а супруг поехал все-таки искать, все-таки он, я говорю, настырный ты, однако, нашел он эту форму, отвезли ему, и денежки еще подарили, ну, в общем, там, наверное, он будет меня смотреть, да, де алуэл хавизиндел висхан, да, алмокш ирсия халил хадахар визиндел. У меня одно желание, чтобы ты поскорей вернулся домой, побыстрее был с нами. Я уже говорю, уже июль тут не полный месяц, и когда он придет, ноябрь, не полный месяц, я уже считаю полный месяц. Если считать полные месяцы, то там тогда идет у нас август, сентябрь, октябрь, 3 месяца. Но там 25-го его забрали, ну, грубо говоря, 4 месяца, даже столько не будет. Я считаю это как 3 месяца. Этот месяц, июль я уже не считаю. Вот. А также у меня сегодня день рождения еще у племянничка моего, Сюси. Сюси тоже хочу поздравить с днем рождения. Желаю ему здоровья. Он очень-очень хороший мальчик, очень красивый мальчик. Ему тоже желаю здоровья, чтобы рос хорошим мальчиком.
в один день, нашим сыновьям день рождения в один день, 16 июля. Это у меня вот как-то вдвойне приятно. Конечно, хотелось бы, чтобы мы за одним столом сегодня были, наши сыновья, ну, не всегда получается. Ну ничего, главное, что мы живы, здоровы, это главное. Конечно, мы сегодня поехали бы, но когда нет водителя дома, это сложно. С такси в такси это все нет. В общем, друзья, на этом я заканчиваю свой ролик. А завтра смотрите свадьбу в домашних условиях. 2 дня она будет, а потом в ресторане будем в городе, на другой свадьбе. Ну, родственники, это, я говорю, все лето родственников, и дальше это еще не скончается. И август, и сентябрь, и октябрь свадьба у нас. Ну, не каждые выходные, ну, примерно как-то так. Ну, ничего, сегодня повидались. Когда едешь на свадьбу, со всеми родственниками видишься. Это очень приятно. Общаешься, вместе посидишь, покушаешь с ними. Ну, все это очень-очень приятно. Это общение нужно, оно, потому что если ты не пойдешь, любой, кто бы куда-то не пошел, ходишь, ну что, во-первых, да, ну хочется пойти на веселье, ну постоянно домашние дела, суета, это все. Иногда это надо, разгрузочные дни, посещать такие мероприятия. И в тот же момент это и надо, потому что у нас тоже дети. Если мы никуда не будем ходить, естественно, и к нам никто не придет, потому что в жизни так. Все, молодым, еще раз молодым. Счастья, чтобы все было у них хорошо, взаимопонимания, всего самого наилучшего. И нашим сыночкам тоже здоровья, еще раз их с днем рождения. Как-то так, все. Ставьте лайки, если понравилось, пишите комментарии, спрашивайте все. Вечером мое любимое время, когда уже все легли спать, можно сказать. Ну, все, так сказать, все это Софишка. И уже там за чашечкой кофе, либо за чашкой какого-то сока сидеть или лежа читать комментарии, мне очень бывает приятно. Все, всем спасибо. Девочки, всем доброго времени суток. Сварили кукурузку, бабушка сварила. Мы купили с супругом по дороге мешок за 1200, по-моему. Бабушка утром сварила. Вот, варенье. В данный момент варится. У нас с утра нету газа. Людечки, всем привет. Да, Людечки, всем привет. Софичка тоже малинку, да, кушает? Умница. Малинка полезна, нужно кушать, запасаться витаминками, да? Людечки, а вы знаете, что у меня бассейн есть? Да? Угу. Хорошо, мы покажем Людечкам. Девочки, малину я принимаю заказы на варенье. Буду продавать. Вот. Еще вот в огороде нужно сейчас пойти собрать много. Такой кастрюльке я всегда варю. Насыщенный цвет. Какой красивый. Да, Софиш? Сейчас ходила тоже полно малины. Но там нужно поработать. Там много работы. Сегодня мы работаем в подвале с Анжелой. Банки достали все, теперь на полке помыли, их расставили. И этого года закрутка, и прошлого, что осталось. Умница какая, Софишка, все скусала, да? Мам, можно к Алиже поеду? Я же съела все. Угу. Папа, привет, поедем. А завтра нам нужно, нет, послезавтра нам нужно заниматься, Марина, прям кусты хорошо посвязывать. Второму сезону в огороде очень много работы. Но никак туда руки не доходят. Но займемся. Обязательно займемся. Картошечка будет с чесноком. Людечки, всем привет. Котлетки. Людечки, всем привет. Я рисую, идите сюда. Что рисуешь? Вот, это портрет, которая... Вот, это их были родители, и за ней плакали, подумали, что она куда-то потерялась. Она цветы рвала. Вот
Получается, что нарвала цветы. Ой, надо молчать там. Кстати, нам последний ковер привезли, постирали. Это ковролин, что у нас, где телевизор был, там. Да. Супруг покосил во дворе траву. Теперь граблями собирает. Когда траву покосишь, вообще другой вид. Да, Софишка? Угу. Маша, такая атмосфера хорошая. И мы с Софичком готовим ужин, да, Софиш? Софичка раскрашивает. Кто тебе карандашики купил? Big hat. М? Big hat. А вот сама оттуда, здесь были конфеты, я уже их съела. Ну, все правильно. И положила эту часть туда, а другую часть вот туда. Вот она. Угу, хорошо. И теперь обязательно чесночок. Сейчас картошка пожарится, я потру чесночка. Я с луком не люблю. Мне нравится с чесночком. В этих сковородках ГМС, у них очень вкусно жареная бывает картошка. Крышка толстая, прям хорошо жарится. Так вот теперь жарю, потому что хорошо. Вот так вот. Это вот неудобно зарезать мешать. Сейчас перемешать. Я чуть-чуть такого перчика, чуть соли. Сейчас чесночка. Это что? Котлеты сейчас поставлю протушить. Кастрюльку еще. Все, сейчас перемешаю, друзья, буду добавлять чеснок. Вот такая ароматная картошечка. Всем доброго времени суток. Мы приехали в Грозный, Анжел, скупиться на свадьбу. Анжеле наряд купили. Такая классная атмосфера в этом кафе. Вообще вкусное. Мы заказали еду, ждем. Вот такие вот дела. На улице отличная погода. Там такой жары нету, прям невозможно. Нету. Как те года было. Просто сад сюда вот до такой степени было. Ветерок такой хороший. Классно. Я заказала себе печень по-королевски с рисом отдельно.
Я себе заказала чечевичный суп. На нашей диете у нас. Я делаю супчик чечевичный. Покажи, Анжел, какой он там внутри. Цезарь салат, но мы его уже съели. Пока ждали. Вот такой печень пока. Я всегда люблю печень, обожаю печень. Вот такой печень заказали. Всем приятного аппетита. Анжел, что тут, что происходит? Тут происходит это. Уже почти растаяло, да, у тебя? Это ириски, да, растаяли. Я их почистила А заранее. ты эту масло какое, минское кинула? Синюю пачку сюда, масло. Так, а это Анжелика уже перемешала, приготовила. Сейчас это все зальет этой массой. У нас сегодня тоже отличный день, девочки. Прекрасная погода. Заловка приехала, говорит, ой, вы здесь просто в раю живете. Вон какая погода у нас хорошая. Да. 700 грамм ирисок. Пачка хлопьев. Пачка вот этих шариков. Несквик. Одна Ребята. пачка сливочное масло. Ребята, Растопить, да, медленно, на медленном огне. И туда 700 какой запах. грамм. Ты ванильку не кинула вообще в дикаря? Макала, что ли? Именно на эти две пачки 700 грамм. Так, хорошенько перемешать. Юх-юх, юх-юх. И тогда в отдельную форму утрамбовали, типа как раньше муравейник. Как делали торт? И в холод. Холодильник. Вот отличный вариант. Да. Девочки, вот такой получился у нас. Халва-тортик называют здесь в Чечне. Вот. Ну, вкусный-вкусный. Всем советую приготовить. Очень легко. Ничего жарить, печь не надо. Ну, на несколько дней хватит чай пить. На неделю. Друзья, ассаламу алейкум. Ну, знаете, это еще не все. Мы, конечно, много чего уже проставили на полке. Поставили. Друзья, ну, как-то так это выглядит. Но еще не до конца мы здесь все доделали, навели порядок. Вот, ну, я просто хотела вам показать другое. Что я хотела показать? Тут на 2 зимы хватит уже. Значит, я еще закрыла эти 2 банки компота ассорти. Девочки спрашивали мне насчет малины. Какие банки, что вообще, девочки, в продаже будет малина до самого снега. Вот так вот это выглядит баночка. Малиновое варенье, это 700-ка. Своя собственная малинка с огорода. Никакой химии. Ничего такого здесь нет. Нам нужно сбегать в салон. В салон? Да. Девочки, Зачем в салон? В общем, имейте в виду, девочки, продажа малина. Малиновое варенье. людички. Да. А вы будете просто в шоке. Да. Я в стадии, я буду на свадьбе длинными волосами. С какими длинными? У тебя ж хвостики 2 будут. Мы же с тобой договорились, что мы оденем. Я взяла вот красивые 2 резиночки. Я шла. Не, ма, я правда хочу Что хочешь? пойти в салон. Не, мы уже не успеем, нам нужно уже собираться. Какой салон? А мы с тобой быстро наденемся, быстро сбег, а потом туда и назад. Не, давай вечером. Когда Не. кастрюлю я помыла, начистила, Нет, набрала я воды. хочу, Мало ли, когда воды, если вдруг не будет, чтобы водичка была. Да? Нет, я правда хочу. Что хочешь? Давай быстренько спекаем, пока что мы на свадьбу не будем ехать. Да, девочки, сегодня жарко. У нас прям жарко. Но хорошо, что нас спасает навес.
Под навесом-то не жарко, особенно этот кустик. Мы сейчас стол поставили сюда, в тенечке сидим. Ну, и тут под навесом не так уж и жарко. Хорошо здесь. Покосил супруг во дворе. Хорошо стало. А то прям такая была трава большая, что не подмести, не убрать, ничего нормально не сделать. Теперь хорошо. Это мой подвал. Баночки помыла все, пусть стоят, если вдруг на что еще там, на варенье и так далее. Печка у нас была еще теплая, они хорошо остыли. Вот эту атмосферу я все люблю очень. Груш как много будет, смотрите, прям облеплены ветки. Много будет груш. Вот. Хотела еще показать. Георгины мои расцветают уже потихоньку. Писал, в холодке лежишь, да? Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Кискас. Вискас будешь? Ой, ну, в общем, мы собираемся сейчас на свадьбу. Вот такие вот дела, девочки. Огурчики тоже уже есть, уже кушали свои даже огурчики. Ой, сейчас резиночки положу в карман этой обезьяны. Уже кушали, рвали огурчики. Уже свои есть, нужно вечером со свадьбы придем, хорошо залить их. В этом году вообще раза 3 я пересаживала огурцы, и все люди жалуются. Прям у нас долго дожди были, 1 раз посадила они у меня что-то, а то обычно нормально все, с первого раза все. Но они уже вот начинают. Но это хорошо, обычно уже у всех этот самый отцветут, это самое заканчивается рано. У нас будет самый такой пик, когда уже ни у кого не будет. Пойдут огурцы. Хотя закрыли уже нормально в этом году даже. В общем, огурцы будут нормально плестись, плетутся уже все. Как бы отлично. И клубничка растет. Клубничка будет. В общем, вот такие дела. Называется «Хорошо иметь домик в деревне». Вот такие вот дела, девочки. Анжела, hayal şey. Yalan taksi Анжела, şık değil. Ну, богом херма беешь уже. Все, я пошла эту обезьянку одевать. Ой, как мне нравится наша белая крыша. Сейчас сюда тоже подбивать надо. Вот сюда. Когда кафель. Вот здесь вот будет плитка во дворе. Белые ворота. Окна белые. Двери белые. Плитка светлая. Будет классно. Да, умыла. Вон, видите, пока ворота поставили, временно эти. Кстати, я их уже продала. Меня их уже купили. Веденские наши купили, правда. Но суть дела в том, что продала. Арка. Как мне нравится арка, друзья. Посмотрите, какая красивая. Белые ворота. Как будет красиво смотреться. Такие вот дела. Ну, крыша белая, это что-то вообще не выгорает на солнце, не будет. И цвет очень красивый такой. Прям классно. Анжела, hayal şu ya. Yalan всегда. Все, девочки, я пошла собираться.